Сегодня в программе. Микрокредитная компания «Эдельвейс» требует в судебном порядке взыскать непогашенную задолженность по кредиту с частного предпринимателя Муратовой Бактыгуль в сумме 307 869 сом с учетом процентов и убытков. Должница просит отсрочить выплату. Здравствуйте. 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 ОСО «Микрокредитная компания «Эдельвейс» обратилась с иском к Муратовой о взыскании кредитной задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество, автомашину, принадлежащую Белекову. Кроме того, Белековы обратились в суд с встречным иском о признании недействительным договора о залоге. Исковые заявления приняты к производству, в связи с чем вы приглашены на беседу. Истец, имеются ли у вас дополнительные доказательства? Пока не имею. Ответчик, суд вручает вам копию искового заявления и приложенных к нему документов. Вы вправе представить суду письменное возражение и доказательства в обоснование своих возражений. Муратова, Белеков, получите копию искового заявления и приложенных к нему документов. Представители микрокредитной компании и Муратова, суд вручает вам копию встречного искового заявления. Распишитесь в их получении. Представитель истца и ответчики, у вас есть возможность решить вопрос мирным путем. До рассмотрения дела у вас имеется время для урегулирования спора. Вот в целом так и живем. Мама и мои дети. По очереди ухаживаем за мамой. Старший ребенок учится в первую смену, а остальные во вторую. Пока она придет с занятий, младшие смотрят за бабушкой. Я вечером, придя с работы. У Бактыгуль Муратовой, кроме детей и матери, на шее висит долг перед банком. Оставшись с 3 детьми, год назад она рискнула взять кредит в 300 тысяч сом, надеясь, что деньги помогут поправить ее положение. Но беда, как известно, не приходит одна. У ее мамы врачи обнаружили опухоль, которую можно удалить только за границей. В наше время на одну зарплату себя не прокормишь. Не то, что детей обеспечить. А им нужно одеваться, есть, пить, на дорогу, и на учебу. Я ниоткуда не жду помощи. Когда взяла кредит, очень радовалась, что вот теперь сможем как-то решить проблемы. Но вот матери срочно понадобилось дорогостоящее лечение. Да еще нас направили делать операцию в Израиль. Все деньги, взятые в кредит, ушли на это. Слава богу, операцию сделали удачно. Но теперь требуется долгая реабилитация. Как известно, большую сумму денег банки просто так не выдают. И женщина поставила в залог автомашину своего знакомого, которого долго уговаривала. Согласившись тогда, он теперь проклинает тот день. Ведь по договору Олджибай Белеков также несет ответственность перед кредитной компанией, при том, что к основной сумме в 300 тысяч за время набежали проценты. Она ведь меня уверяла, что будет своевременно все выплачивать. От меня только подпись нужна, и все. Да, я понимаю, что мать заболела, но кредит-то это тоже не шутки. Это ответственность. Кредиторы, в свою очередь, у моря погоды ждать не стали. Поняв, что клиент не в силах выплатить задолженность, микрокредитная компания обратилась в суд с иском о взыскании с Муратовой долга за счет поставленного в залог автомобиля, который является основным источником дохода семьи Олджибая Белекова. Поймите, я ведь грузы перевожу разные на ней, зарабатываю, семью кормлю. А Бактыгуль меня сильно подвела. Когда подписывала договор, заверяла, что дела идут у нее хорошо и проблем не будет. Теперь страдаю я и моя семья. С женой вот разругался из-за этого. Вся родня узнала, и теперь мне стыдно. И вообще, я рискую остаться без машины. Возникший спор предстоит разобрать суду. Все участники встретятся в зале судебных заседаний. Прошу встать, суд идет. Здравствуйте. Садитесь. Сот отырымы ачык деп жарыяланат.
Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску ОСО микрокредитная компания «Эдельвейс» к Муратовой Бактыгуль Садыковне, Белекову Олджубаю о взыскании кредитной задолженности в сумме 307 869 сомов и обращении взыскания на заложенное имущество. Также рассматривается встречный иск от Белековых о признании недействительным договора о залоге. Секретарь, доложите, пожалуйста, о явке участников на судебное заседание. В судебное заседание явились представитель ИСА ОСО микрокредитная компания «Эдельвейс» Сардарбекова Айнагуль, ответчица Муратова Бактыгуль, адвокат ответчицы Бигилерова Меиль, ответчик Белеков Олджубай, адвокат ответчика Атаканова Нуриза, истица по встречному исковому заявлению Белекова Атыргуль. Документы, удостоверяющие личность, представлены. Ваша фамилия, имя, отчество, место жительства и работы. Сардарбекова Айнагуль. Проживаю улица Шапокова, 61, квартира 15. Работаю в ОСО микрокредитная компания «Эдельвейс». Ответчик. Ваша фамилия, имя, отчество, место жительства и работы. Муратова Бактыгуль Садыковна, 1972 года рождения. Проживаю улица Джениджук, 45, частный предприниматель. Занимаюсь реализацией чулочных изделий. Ответчик Белеков. Ваша фамилия, имя, отчество, место жительства и работы. Белеков Олджабай Карыпович, 1971 года рождения. Проживаю улица Камская, 123. Занимаюсь перевозкой грузов. Ваша фамилия, имя, отчество, место жительства и работы. Белекова Атыргуль Замирбековна, 1981 года рождения. Проживаю улица Камская, 123. Работаю администратором в магазине. Объявляется состав суда. Дело слушается под председательством судьи Базаркулова Камельдина Кушубековича, при секретаре Алмазбековой Джипар. Доверяете составу суда? Доверяю. Суду доверяю, отвода не имею. Да. Рассматривается дело о взыскании кредитной задолженности в размере более 300 тысяч сомов с Бактыгуль Муратовой, которая взяла кредит в микрокредитной организации и не погасила своевременно задолженность. Микрокредитная компания «Эдельвейс» требует в судебном порядке взыскать непогашенную задолженность по кредиту с частным предпринимателем Муратовой Бактыгуль. Кредиторы намерены взыскать долг за счет автомобиля, принадлежащего залогодателю Олджубаю Белекову. Стороны, встаньте. Разъясняю вам ваши процессуальные права, предусмотренные статьей 35 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики. Вы имеете право знакомиться с материалами дела, делать из них выписки, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам, заявлять ходатайства, возражать против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле, обжаловать судебные акты и пользоваться другими процессуальными правами. Также вы обязаны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими процессуальными правами и выполнять свои процессуальные обязанности. Ваши процессуальные права вам ясны? Да, ясны. Ясны. Садитесь. Переходим к судебному следствию. Оглашается исковое и встречное исковое заявление. 22 января 2015 года между ОСО микрокредитная компания «Эдельвейс» и Муратовой заключен кредитный договор, на основании которого ей выдан кредит в сумме 300 тысяч сомов на потребительские цели сроком на 6 месяцев с уплатой 30% годовых за пользование кредитом. В обеспечении исполнения обязательств по кредиту компания заключила договор залога с Белековым, который предоставил в залог автомашину марки Mercedes-Benz грузовой 1994 года выпуска, принадлежащую ему на праве собственности, на основании
основании договора дарения. Стоимость заложенного автомобиля оценена сторонами в сумме 906 тысяч сом. В случае несоблюдения графика погашения кредита заемщик уплачивает пеню в размере 30% годовых от просроченной суммы основного долга, а в случае несвоевременной уплаты начисленных процентов 30% от суммы задолженности по процентам за каждый день просрочки. Однако Муратова обязательства по кредитному договору не исполняет с 25 февраля 2015 года и игнорирует требования о погашении задолженности. 1 июня Муратова уплатила 35 тысяч сомов, и с ее участием был составлен график погашения задолженности. Однако других платежей она производить не стала. Истец просит взыскать с ответчицы задолженность 307 869 сомов, обратить взыскание долга на залог, автомашину марки Mercedes-Benz грузовой 1994 года выпуска, принадлежащую Белекову, определить начальную стоимость автомашины в 906 тысяч сомов. Также Белековы, Алджабай и Атыргуль обратились со встречным исковым заявлением и просят признать недействительным договор о залоге, так как считают, что договор был заключен с нарушением закона. Так как Белеков состоит в зарегистрированном браке с Белековой Атыргуль, автомашина является совместной собственностью супругов. Однако микрокредитная компания при заключении договора письменное согласие супруги не получила. Вы исковые требования поддерживаете? Да, я поддерживаю исковые требования, однако встречные исковые требования не признаю. Ответчик, вы признаете исковые требования? Исковые требования признаю, а встречный иск нет, не признаю. Ответчик Белеков, ваше мнение? Ваша честь, я не согласен с исковыми требованиями микрокредитной организации. Я не собираюсь расставаться со своей машиной. Пусть Муратова сама платит долги. Аферистка! Ваша честь, я поддерживаю встречный иск и прошу его удовлетворить. Атыргуль Белекова, вы поддерживаете свое встречное исковое заявление? Я тоже поддерживаю наши требования и прошу суд удовлетворить. Кто бы знал, что Бахтыгуль с нами так обойдется. Ай, Алджавай, ты ж не просто так подписал договор о залоге. Я же вам деньги в знак благодарности дала. А откуда у вас новая госплита? На эти же деньги купили? Бессовестно, вы совсем забыли, да, об этом? Стороны, я прошу вас соблюдать порядок в судебном заседании. Что можете пояснить по существу предъявленных исковых требований? 22 января 2015 года между ОСО микрокредитной компанией «Эдельвейс» и Муратовой заключен кредитный договор номер 23515, на основании которого она получила кредит в сумме 300 тысяч сомов на потребительские цели, сроком на 6 месяцев, с уплатой 30% годовых за пользование кредитом. В обеспечении исполнения обязательств по кредиту компания заключила договор залога с Белековым, который предоставил в залог автомашину марки Mercedes-Benz грузовой 1994 года выпуска, принадлежащую ему на праве собственности. Стоимость заложенного автомобиля оценена при участии сторон в сумме 906 тысяч сомов. По условиям кредитного договора Муратова приняла на себя обязательство осуществлять возврат кредита и уплату процентов согласно графика, который является неотъемлемой частью кредитного договора. При несоблюдении графика погашения кредита заемщик уплачивает пеню в размере 30% годовых от просроченной суммы основного долга, а в случае несвоевременной уплаты начисленных 30% от суммы задолженности по процентам за каждый день просрочки. Однако Муратова обязательства по кредитному договору не исполняет с 25 февраля 2015 года и игнорирует требования о погашении задолженности. При выезде на дом было установлено, что Муратова выехала в Израиль для лечения матери, вернется не раньше 10 мая 2015 года. Было установлено нецелевое использование кредита. Компания пошла навстречу и приняла решение ждать ее возвращения. 1 июня Муратова оплатила 35 тысяч сомов. С ее участием был составлен график погашения задолженности, однако других платежей она производить не стала.
17 июня 2015 года в адрес ответчиков направлено извещение о начале процедуры обращения взыскания на залог с предложением погасить долг. Однако со стороны ответчиков не было предпринято действий по погашению долга, в связи с чем компания обратилась в суд с иском. Я прошу взыскать с ответчицы Муратовой задолженность 340 505 сом, обратить взыскание долга на залог автомашину марки Mercedes-Benz грузовой 1994 года выпуска, принадлежащую Белекову, определить начальную стоимость автомашины в 906 тысяч сомов. Встречные исковые требования Белекова и Белековой не признаем, так как при заключении договора о залоге нами были проверены все документы, в том числе и правоустанавливающий документ на автомашину. Автомашина принадлежит ему на праве собственности по договору дарения и не является общей собственностью супругов. Обо всем этом Белеков прекрасно осведомлен, однако пытается ввести суд в заблуждение. Белеков считает, что при заключении договора о залоге он действовал под заблуждением, так как не мог предположить, что Муратова не сможет своевременно выплатить кредит. При заключении договора он знал о том, что у Муратовой свой бизнес, а потому надеялся, что проблем с выплатой кредита с ее стороны не будет. Однако в данном случае причины заблуждения не имеют значения. Для признания сделки недействительной заблуждение должно существовать уже в момент совершения сделки и иметь существенное значение для ее совершения. Фразу «заключенное под влиянием заблуждения» можно понимать так, что такое заблуждение налицо тогда, когда оно касается условия, без которого сделка не была бы совершена. Конечно же, предоставляя в залог свое имущество, залогодатель всегда рискует, но он был ознакомлен с текстом и был согласен, о чем свидетельствует его подпись в оспариваемом договоре. Прошу отказать в удовлетворении встречных исковых требований. Обращалась ли ответчица с просьбой о продлении договора? Нет, не обращалась. Чем объясняла ответчица причину неисполнения кредитного договора? Ответчица пояснила, что деньги истратила на лечение больной матери. Ответчица брала кредит на лечение? Нет, это был потребительский кредит. У меня есть вопрос. Задавайте, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а возможно ли, учитывая тяжелое материальное положение ответчицы, так как на ее иждивении тяжело больная мать, 3 детей, освободить ее от уплаты процентов? Нет, мы не можем аннулировать проценты, поскольку одна из экономических составляющих кредита – его платность. Мы не имеем права выдавать беспроцентные кредиты. Ваша честь, у меня вопрос. Почему компания сразу не стала принимать меры к взысканию кредита, а дожидалась накопления задолженности и процентов? Наши сотрудники звонили ответчице Муратовой, но она была недоступна. После чего выезжали по адресу, указанному в кредитном договоре. Но дома были ее дети, которые сказали, что ответчица с матерью находится в Израиле. Мы решили подождать ее приезда. Также мы неоднократно звонили и Белекову, но у него был отключен аппарат, но на дом к нему не выезжали. Можно мне вопрос? А почему вы не согласны с нашим иском о признании договора о залоге недействительным? Вы считаете, что у меня вообще нет прав на автомашину? Я его законная супруга, и половина имущества принадлежит мне. У меня никто не спрашивал разрешения отдавать нашу кормилицу в залог. Мы не согласны с вашими требованиями, так как при заключении и подписании договора ваш супруг очень внимательно с ним ознакомился. Ему было разъяснено, когда наступает ответственность залогодателя, и со всеми пунктами договора он согласился. Я уже пояснила, что при заключении договора о залоге нами тщательно проверялись правоустанавливающие документы, и этот автомобиль – личная собственность вашего супруга. Он собственник по договору дарения, в связи с чем вашего согласия не требовалось. Имеются ли у сторон вопросы? Нет, Ваша честь. Нет, Ваша честь. Вопросов нет, Ваша честь. Муратова, что вы можете пояснить по существу предъявленных исковых требований и встречного иска Белекова?
Исковые требования микрокредитной компании признаю. Я не первый раз пользуюсь их услугами. Я получила 300 тысяч сомов на 6 месяцев с уплатой процентов. Залогодателем выступил Белеков. В залог предоставил он свою автомашину. После получения кредита я оказалась в затруднительном положении. У меня тяжело заболела мама, и мне пришлось потратить много средств и времени на ее лечение. Я вывозила ее на операцию в Израиль. У меня 3 детей, 2 студенты вуза, 1 школьник. Вот воспитываю их одна. На их содержание тоже нужны немалые средства. А так как я сопровождала больную мать, бизнесом не занималась. Все простаивало, доходов никаких не было. И я не могла своевременно выплачивать кредит. А когда я вернулась и вновь начала работать, я погасила 35 тысяч сомов. Я попросила подождать компанию, ведь я только-только начала работать. Но потом бизнес не пошел, ударил кризис, и я не смогла выплатить долг. Я просила не подавать в суд и дать мне возможность погасить задолженность, но они отказали. А встречный иск Белекова я не признаю. Он же читал договор, полностью согласился с ним, подписал. Я очень благодарна, Учуа, тебе. Ваша честь, я его отблагодарила. Я заплатила ему 20 тысяч сомов за залог. Но я же не думала, что у меня так сложится в семье. Тяжело заболеет мама. Конечно же, я не отказываюсь от долга. Я буду стараться выплатить долг самостоятельно. Мне просто надо побольше времени. Я прошу у суда снисходительности. Почему вы не обратились в микрокредитную организацию с просьбой о пролонгации договора? Ваша честь, я не обращалась с такой просьбой, потому что уже было поздно. Они решили подавать в суд. Имеются ли у сторон вопросы? Да, Ваша честь. Задавайте. Скажите, пожалуйста, сколько времени вам потребуется на погашение долга? Я думаю, за 5-6 месяцев я смогу расплатиться с кредитом. У меня имеется вопрос. Пожалуйста. Вы и дальше намерены пользоваться услугами кредитных организаций? Конечно. С помощью кредитов я наладила свой бизнес. И в будущем, надеюсь, тоже. У меня больше нет вопросов. Есть ли вопросы у участников? Нет, Ваша честь. Вопросов нет. Садитесь. Ответчик Белеков, что вы можете пояснить по существу предъявленных исковых требований? Ваша честь, я не признаю исковые требования. Да, ответчица моя знакомая, и она буквально уговорила меня дать в залог автомашину. Убеждала меня, что не в первый раз берет кредит и сможет его своевременно выплатить. Говорила, что со мной договор будет заключен так, для вида, а всю ответственность будет нести она сама. И только поэтому я согласился. А сейчас выясняется, ко мне предъявляется претензию по погашению кредита. Я с этим совершенно не согласен. Я прошу суд разобраться и вынести справедливое решение. Она же признает требования и уже погасила частично. И согласна остальную сумму долга погасить самостоятельно. Прошу удовлетворить мой встречный иск и признать договор о залоге недействительным. Ведь она ввела меня в заблуждение. Убедила, что проблем с погашением не будет, что у нее хорошо идет бизнес. Я консультировался у юристов, и они мне сразу сказали: «Олджабай, у тебя зарегистрированный брак. Значит, компания не имела права без письменного согласия моей супруги заключать договор залога». А почему в кредитной компании об этом промолчали? И с какой стати я должен выплачивать ее долг, если я не взял ни копейки? Ну что ты лицемеришь, а? Я же тебя отблагодарила, а? 20 тысяч сом на дороге не валяется же. Гражданка Муратова, прошу соблюдать порядок. Вы внимательно читали договор залога при его заключении? Да, я прочитал договор, но Муратова меня уговорила подписать его. Говорила, что выплатит кредит без проблем. Вам было известно о том, что ответчица не приступала к выплате кредита и процентов? Нет, о том, что она не погашает кредит, я не знал. Узнал только после получения письма из микрокредитной компании. Слушай, ты же говорила, что не будет проблем с выплатой. Почему ты не предупредила меня, что не выплачиваешь Да, кредит? ты же знаешь, что мне пришлось вывозить маму на операцию в Израиль. Я не ожидала, что надолго задержусь там. Я 35 тысяч сомов выплатила. И дальше вместе погасим долг. Эй, подожди. Эй, ты сама подумай, как не переживать. Взяла 300 тысяч сомов, погасила только 35 тысяч. После получения уведомления, что ты не платишь кредит, у меня давление подскочило. Уважаемый судья, Муратова и раньше брала кредит, и не было проблем. Ну и в этот раз она попросила стать залогодателем, поставить мою машину в залог. Я же не знал, что все так получится.
Вы поймите, у меня тоже семья, есть дети. У нее есть бизнес, хоть и маленький. А что у меня? У меня вот только эта машина и все. А мен болсо нан таап жер жалгыз киреше булагым күрөдө гуна. Тура түшүңүлөр, мен да үй бүлөм бар. Бала чакам бар. Бул Муратова 35 000 сом таап турго. Калган деле ушинтип кутулсун. А правда, что вы получили в знак благодарности денежную сумму Муратовой за то, что согласились стать залогодателем? Ну это, она дала 20 тысяч. Но это же несравнимо со стоимостью моей машины. Имеются ли еще вопросы? Нет, Ваша честь. Нет, не имею. Садитесь. Вы поддерживаете встречные исковые требования? Да, я поддерживаю встречный иск и прошу удовлетворить. Микрокредитная компания нарушила мои законные права. Я же супруга. У нас зарегистрированный брак. Почему не взяли мое письменное согласие на залог автомашины? И что с того, что машину подарили моему супругу? Разве я не имею никаких прав на нее? Это машина нашей семьи. И потом, Муратова обманула моего мужа, пообещав расплатиться с кредитом. Можно вопрос, Ваша честь? Да, пожалуйста. Когда ваш супруг подписывал договор о залоге, он ставил вас в известность? Да, мы не раз с мужем обсуждали этот вопрос, и я ему не препятствовала. Я же поверила в Бактыгуль и ее бизнес, что она сможет все сама, как всегда, выплатить. Я хочу спросить у Атыргуль Белековой. Скажите, пожалуйста, раз уж вы были в курсе обо всем, вы же должны были побеспокоиться о выплате кредита Муратовой. Почему вы не били тревогу в свое время? Я-то думала, что у нее все в порядке, тем более, что никто из банка мне не звонил. И я подумала, что она там все выплачивает. Суд рассматривает дело о взыскании кредитной задолженности с Муратовой, которая взяла кредит в микрокредитной организации и не погасила своевременно задолженность. В общем, она должна компании 340 000 сом. Кредиторы намерены взыскать долг за счет заложенного автомобиля. Суд переходит к исследованию материалов дела. Оглашаются материалы дела. Кредитный договор номер 2385/14. Из него следует, что Муратова получила 300 000 сомов на 6 месяцев с уплатой 30% годовых. Договор номер 2385/14 залога, по которому Белеков предоставил в залог автомобиль, принадлежащий ему на праве собственности по договору дарения. Копия приходного ордера о внесении ответчицей 35 000 сомов в счет погашения кредитной задолженности. Извещение о начале процедуры обращения взыскания на заложенное имущество. Имеются ли у сторон дополнения и ходатайства? Нет, Ваша честь. Нет дополнений. Нет дополнений. Исследование материалов закончено. Переходим к прениям. Представитель истца, вам предоставляется слово. Уважаемый судья, в нарушение требований статьи 299 Гражданского кодекса Кыргызской Республики Муратова не исполнила в срок и надлежащим образом обязательства по кредитному договору. Не выплачивала основную сумму и проценты. Такие же нарушения допустила после продления кредитного договора. Ал карызды убагында төлөбөй, жанагы болгон проценттерди да убагында төлөгөн эмес. Экинчи рет түзүлгөн. В соответствии с пунктом 1 статьи 360 Гражданского кодекса Кыргызской Республики за пользование чужими денежными средствами в результате просрочки в их уплате с Муратовой подлежит уплате проценты на сумму этих средств. Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 359 Гражданского кодекса Кыргызской Республики за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, поэтому просим взыскать с Муратовой 307 869 сом, куда входит 265 000 сом сумма основного долга, проценты 37 500 сом, неустойка 3869 сом, почтовые расходы 1500 сом. Автомашина, предоставленная в залог, не является общей совместной собственностью супругов. Она принадлежит Белекову на основании договора дарения, и он не отрицал, что давал согласие на залог транспортного средства. Прошу взыскать с Муратовой задолженность путем обращения взыскания на заложенную автомашину. Установить стартовую цену в сумме 906 000 сомов.
Встречное исковое заявление Белековых считаю необоснованным и прошу в удовлетворении отказать. Спасибо. Садитесь. Муратова, вам предоставляется слово в прениях. Ваша честь, я постараюсь самостоятельно выплатить долг. Только мне нужно время. Прошу учесть мою просьбу. Я не хочу подводить Белекова и его супругу, которые мне пошли навстречу, и не хочу потерять доверие кредитной компании. Простите меня. Слово предоставляется адвокату ответчицы Муратовой. Уважаемый судья и участники процесса, я прошу встречное исковое заявление Белековых оставить без удовлетворения. Как указано в пункте 2 статьи 275 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, а также полученное ими во время брака в дар или порядке наследования, является собственностью каждого из них. Установлено, что автомашина принадлежит Белекову на основании договора дарения и не является совместной собственностью супругов. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 324 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству, залогодержатель, так сказать, имеет право в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества. Залог возникает в силу договора или на основании закона. Никому не желаю, чтобы у него болела мать. О том, что Муратова возила маму в Израиль на операцию, установлено в судебном заседании, и в материалах дела имеются документальные подтверждения. Кроме того, ответчица не отказывается от выплаты кредита, поэтому очень просила бы предоставить Муратовой возможность для погашения долга. Слово для прений предоставляется ответчику Белекову. Ваша честь, прошу сумму долга взыскать с Муратовой. Я же не брал кредитных денег. Мой встречный иск прошу удовлетворить и расторгнуть договор залога с кредитной организацией и Муратовой. Слово для выступления дается Белековой Атыргуль. Я прошу расторгнуть договор залога автомашины. У нас тоже есть дети, которых надо поднимать на ноги. Слово предоставляется адвокату Белековых. Уважаемый судья и участники процесса, по настоящему гражданскому делу, по просьбе Муратовой, семья Белековых, защиту интересов которой я осуществляю, в обеспечении исполнения обязательств Муратовой по кредитному договору предоставили в залог принадлежащую им автомашину марки Mercedes-Benz. Так как до заключения договора Муратова встречалась с Белековыми и убедила их в том, что она самостоятельно и своевременно выплатит кредит. И для того, чтобы они побыстрее дали свое согласие, передала им 20 тысяч сомов, тем самым ввела их в заблуждение при заключении договора. В результате Муратова получила кредит в крупной сумме, использовала в своих целях. Мало того, что она не исполняла свои обязательства по возвращению долга в сроки, определенные договором, она даже не обратилась в кредитное учреждение с просьбой о продлении договора. Также о том, что она находится в затруднительном материальном положении, она даже не сообщила семье Белековых. Такое поведение Муратовой свидетельствует о ее безразличном отношении к имуществу Белековых. В то же время, если бы семья Белековых своевременно узнала о невыплате кредита, они бы своевременно оказали свою помощь в погашении долга. Если говорить о семье Белековых и предоставленный залог автомашине, то семья еще не прочно встала на ноги. Автомашина является единственным источником дохода семьи. В силу изложенного, а также учитывая отношение ответчицы Муратовой к своим обязательствам по исполнению кредитного договора, прошу исковые требования оставить без удовлетворения. Есть ли у сторон реплики? Нет, Ваша честь. Нет, Ваша честь. Суд удаляется в совещательную комнату. Прошу всех встать. Суд рассмотрел дело о взыскании кредитного долга. Муратова получила кредит в размере 300 тысяч сом и не смогла вовремя выплатить. Деньги потратила на лечение матери. Залогодателем уговорила выступить своего знакомого, который заложил свою машину, и кредиторы могут забрать ее. Какое решение вынесет суд, смотрите прямо сейчас. Прошу встать, суд идет. Объявляется резолютивная часть решения. Суд в составе председательствующего Базаркулова
пресс-секретаря Алмазбековой, с участием представителя истца Сардарбековой, ответчицы Муратовой, адвоката-ответчицы Бегелеровой, ответчика Белекова, адвоката-ответчика Атакановой, истицы по встречному исковому заявлению Белековой Атыргуль, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску микрокредитной компании «Эдельвейс» к Муратовой Бактыгуль Садыковне, Белекову Олджобаю о взыскании кредитной задолженности и обращении взысканий на заложенное имущество, также встречное исковое заявление Белековой Атыргуль и Белекова Олджобая к микрокредитной компании «Эдельвейс» и Муратовой о признании недействительным договора о залоге, исковые требования микрокредитной компании «Эдельвейс» удовлетворить полностью. Взыскать с Муратовой Бактыгуль Садыковны в пользу микрокредитной компании «Эдельвейс» задолженность в сумме 307 869 сомов. Обратить взыскание суммы на предмет залога автомашину Mercedes-Benz, принадлежащую Белекову Олджобаю. Установить начальную стоимость автомашины 906 тысяч сомов. Организаторам торгов назначить подразделение службы судебных исполнителей. Взыскать с Муратовой госпошлину в доход государства в сумме 30 786 сомов. В удовлетворении исковых требований Белековой Атыргуль Замирбековны, Белекова Олджобая Капаровича о признании недействительным договора о залоге отказать. Взыскать с Белековой Атыргуль и Белекова Олджобая госпошлину в доход государства в сумме 1000 сомов. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней. Садитесь. В судебном заседании установлено, что Муратова взяла в микрокредитной организации 300 тысяч сомов, которые использовала не по назначению. В соответствии со статьей 299 Гражданского кодекса Кыргызской Республики обязательства должны исполняться надлежащим образом. По этой причине исковые требования были удовлетворены в полном объеме, и с нее взыскано 307 869 сомов. В соответствии со статьей 335 Гражданского кодекса Кыргызской Республики требования залогодержателя, кредитора, удовлетворяются из стоимости заложенного движимого имущества. По этой причине взыскание данной суммы обращено на предмет залога автомашину Mercedes-Benz 1994 года выпуска, принадлежащую Белекову Олджобаю. Встречное исковое заявление Белековых оставлено без удовлетворения, так как в силу статьи 275 Гражданского кодекса Кыргызской Республики имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, а также полученное ими во время брака, в дар или в порядке наследования, является собственностью каждого из них. Данная автомашина является личной собственностью Белекова, так как принадлежит ему на основании договора дарения. Поэтому было принято такое решение. Вам понятно решение суда? Да, Ваша честь. Да. С мотивированным решением вы можете ознакомиться через 5 дней. Судебное заседание объявляется закрытым. Я так перенервничала, вы даже не представляете. Впервые в зале суда нахожусь. Ночами не спала. Корила себя за доверчивость. Кто же знал, что так получится? Сам еле концы с концами свожу. Не хватает еще, чтобы имущество забрали кредиторы. Теперь-то я больше ни за кого не буду поручителем. Родным тоже не позволю. И вам не советую. Конечно, люди берут кредит от безысходности. Но желательно все-таки вообще в долги не ввязываться. Да, я, конечно, виновата перед своим залогодателем. А я не смогла оправдать их доверие. Видит Бог, я хотела как лучше. Но ведь никто не застрахован от болезней. Я, как представитель кредитной организации, в целом довольна вынесенным решением. Такого рода разбирательство для нас обычное явление.